2016 году в Якутии планируется ввести 600 тысяч квадратных метров жилья. И уже сказали, что половина из этого будет построена на селе, а половина в городе. А какая часть будет отдана под упомянутое уже переселение из ветхого и аварийного жилья, а какая под коммерческую реализацию? И как вы думаете, та часть, которая будет отдана под коммерческую реализацию, эта часть будет куплена населением? По строительству жилья у нас очень много механизмов, которые мы пытаемся реализовать. Тот опыт, который имеем, и тот опыт, который имеется и в целом по России, и в том числе тот опыт, тот механизм, который мы сейчас собираемся выработать по поддержке, особенно вот в сельской местности, и по тем программам, которые мы реализуем в целом. Мы сейчас их собираем в кучу, это и по медсельхозе есть, и по Минстрою есть, и потом даже можем вернуться к тем, которые в свое время работали, потом приостановили. Например, так называемый пилотный проект, который в Якутске работал. Поэтому сейчас механизмы, вот дано поручение, и вот как раз в Минстрое, когда мы встречались, обсуждали эти вопросы, какие механизмы могут быть эффективными. Самое главное сегодня, я поставил перед Минстроем задачу, чтобы и перед правительством, чтобы механизмы были понятными, доступными в восприятии. А то у нас бывают такие механизмы нарисованы, что ни один человек даже захочет, идет, смотрит, а у него по каким-то критериям не подходит. Берет вторую программу, и там вдруг смотрит, и вроде нравится, но опять какое-то дополнительное условие ставится, опять не получается. То есть, чтобы у него был выбор, с одной стороны. Но с другой стороны, механизм сам по себе упрощенный должен быть. Это во-первых. Во-вторых, что касается программы переселения из аварийного жилья, это для нас совсем новое дело. Вот когда я начал работать президентом республики, я сразу заявил об этом, что будем заниматься этой проблемой. И мы вышли на федеральный уровень, и большой объем денег будем расходовать. Если мы в 2016 году на жилищное строительство за счет бюджета будем расходовать примерно за 5 миллиардов рублей, то мы около 3 миллиардов дадим опять на переселение. То есть переселение из аварийного жилья, если раньше, в ранние времена, если какие-то решения принимали, то мы принимали в основном по городу Якутску. А сегодня эта программа работает по всей республике. В любой районный центр приезжайте, и вы почувствуете, что мы ведем разными темпами, где-то ускоренными темпами, где-то, кто как относится, где-то медленными темпами, но занимаемся этой проблемой, переселяем людей из аварийного жилья. Но при этом решение этой задачи требует очень длинных сроков. Потому что 5% жилья, то, что есть в республике, это аварийные. А в России это составляет всего 1,5%. Да. А в Дальнем Востоке 3%. А у нас самый большой объем аварийного жилья. Условия вы сами знаете. В этом случае мы должны все-таки ввести, во-первых, освоить очень много денег, очень много. Примерно для того, чтобы решить полностью по республике эту задачу, надо было иметь примерно 120 миллиардов рублей. Когда мы приняли программу на 2012 год, 1 января, нам потребовалось только вот по списку, который был до этого, нам надо было иметь 30 миллиардов рублей. Вот с этой задачей мы сейчас и работаем. Вот в следующем году из этого объема 600 тысяч квадратных метров жилья 20% будет занимать вот это аварийное жилье. Теперь, что касается некоммерческих объемов, то мы считаем, что в начале 2015 года были определенные проблемы. В основном на коммерческие проекты идут через ипотечное кредитование. Люди берут кредиты и идут на коммерческое... А работает ипотека? Да. Ипотека в начале года застопорилась. Да. В целом по республике, в целом по стране. Но мы приняли определенные меры для того, чтобы ипотека сама по себе ожила, и она сегодня в Якутии уже как бы определенным образом уже через использование механизма Алмаз-Агентбанк, это наш банк, мы ее поддержали, этот банк, в результате ипотека через нее, и кроме того, мы уставный капитал нашей ипотечного агентства Республики РИА тоже уставным капиталом усиливаем, и начинаем уже как бы новый уровень, новый период запуска этих проектов.
Поэтому у нас пока сегодня трудности есть, но мы, как в целом в других субъектах или в целом по стране, не тормозились. Мы уже начинаем оживать. Но и эта работа будет продолжена в следующем году. Во-первых, уровень зарплаты, уровень доходов населения резко не сократилось. Номинальный уровень зарплаты растет, но единственное, съедается за счет инфляции. Но это все-таки уровень сохранился. С другой стороны, темпы строительства не сокращаются. И в-третьих, мы все-таки ставим требования и понимают наши строители, застройщики о том, что квадратный метр резко поднимать не надо. Вот это сейчас главный параметр. Если это выдержим, то мы коммерческие объемы тоже в следующем году будем осваивать. Есть предпосылки это выдержать? Да, есть, потому что все-таки мы сегодня вот по этим трем параметрам, если сохранимся, то люди пойдут. Да. Раз уж мы заговорили о жилфонде, вообще об аварийном жилье, то стоит вспомнить случай, который произошел в августе в городе Якутске. Дом начал разрушаться по проспекту Ленина, 27. Тогда вы лично взяли под свой контроль ситуацию. Вот как сейчас обстоит ситуация и почему вы должны решать проблемы городского уровня? Каждый руководитель имеет свой стиль работы, свою ответственность, уровень ответственности. Если с этой точки зрения подойти, то, конечно, смотрите, чтобы рядом с домом правительства падает жилье, и не быть слепым на это, с моей стороны, было бы, конечно, вообще некрасиво, некорректно. Это одно дело. Но самое главное, я когда вступал в должность и президента, потом главы республики, определил приоритеты. Конечно, это приоритеты известны людям. Прежде всего, это, конечно, речь идет о сельском хозяйстве, прежде всего, это речь идет о промышленности, потому что промышленность – это базовая отрасль, за счет которой живет вся республика. Мы приоритетом определили Арктику. Мы принимали даже целый год, и мы повернули наши и органы власти, и как бы людей наших, чтобы обратили внимание на Арктику. И чем мы сегодня занимаемся. Еще одним приоритетом тогда я определял, и по ним идет очень большая работа, это город Якутск. Это столица нашей республики. И республика сама по себе считает республикой большой, со своими ресурсами, со своими задачами на развитие. Эта республика должна иметь достойную столицу. Поэтому, вы, наверное, многие знаете, 5 лет назад, как выглядела город Якутск, столица наша. Но надо это было подтвердить конкретными делами, и были приняты решения с моей стороны выработать для Якутска конкретные направления развития. Что я сегодня выдерживаю, это что требую. Вот первые шаги были сделаны в связи с подготовкой в 2012 году игр «Дети Азии». Было вложено в город Якутск со стороны республики 12 миллиардов рублей. Сейчас, вот в прошлом году был принят указ о поддержке города Якутска, и по дорогам мы очень много средств вкладываем, по жилью, по переносу из аварийного жилья, по строительству социальных объектов. Это же именно реализуется, сегодня то, что делается в городе Якутске, реализуется именно в рамках этой программы. То, что я определил, город Якутск должен выглядеть достойно. И в центре мы уже сегодня можем по центру ходить и говорить, что мы уже что-то добиваемся. Так, поэтому вот эту географию от центра надо расширять до периферии. И вот по дорогам, по строительству жилья, вот мы открыли детские сады в этом пригородном, строим объекты Мархе и так далее. Это же в пределах вот именно той республиканской поддержки. Если вот в этих случаях, когда мы говорим о том, что мы принимаем решение поддержать город, и городское управление мэрия города Якутска в этом плане должно шевелиться крепко и реализовать этот проект. В этом случае горожане, конечно, будут чувствовать, что делается в целом по республике в том числе. Потому что благодаря именно такой позиции город ожил. Город уже превращается немножко в другое видение. Вот. А что касается этого здания, то там бюджетные расходы не несем. Я сразу условия поставил.
Единственное, жители попросил, чтобы они не ставили условия, чтобы это жилье, которое они получают, было прямо на Ленина. Потому что мы достойное жилье в пределах центральных районов города Якутска дадим. Вот это 25 семей, из них 20, на 19 уже договорились, как это решить. Еще 5 там имеют определенно какие-то претензии, договариваются, обговаривают. Но я в ноябре, я давал поручение, в ноябре все вопросы должны быть сняты. То есть к концу Они года? ко мне должны подойти и сказать, что вопрос решен, задача поставленная реализована. В этом случае, конечно, вот это обязательство перед ними мы выполним. С одной стороны, с другой стороны, без ущерба бюджета ни городу, ни республике. Поэтому то, что мое отношение к таким событиям, оно иногда вызывает определенную даже зависть в некотором роде. Вот помните, вот 4 года назад у нас такой же дом развалился на Бабушке. И там я прямо с аэропорта приехал, заехал, была картина очень удручающая. Я дал задание сразу найти расселить, там мы финансирование решили. Построить дом и расселить. Мы это сделали. Ну, вот, потому что я ехал в порт, меня объявили, я заехал, а там люди ходят и плачут, и просто страшно было. На этот раз примерно то же самое. Но сейчас хотят, чтобы я ко всем домам подъезжал. Но это, наверное, нереально, не объективно, но с другой стороны, когда беда есть, надо всегда как-то иметь, быть причастным к этим делам, попытаться, насколько возможно, решить эту задачу. Это обязательное требование ко всем руководителям любого уровня. Вот с этой точки зрения я обращался ко всем руководителям администрации районов и так далее. Нам надо быть всегда такими, чтобы мы должны понимать проблемы людей.